3-4 года маленький Магомед Амин не ходит, не ползает и даже не сидит самостоятельно. Врачи еще при рождении поставили диагноз ДЦП. Форма тяжелая. С того момента семья скитается по больницам и реабилитационным центрам, чтобы хоть как-то облегчить страдания ребенка. Таких самоотверженных мам в этом зале с десяток. Все они пришли в детскую больницу, чтобы рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно. Даже поход к стоматологу с таким ребенком – целое испытание. У меня ребенок эпиактивный, то есть у нас эпилепсия. И вот такому ребенку в обычной стоматологической клинике зубки лечить не возьмется стоматолог. И поэтому масочный наркоз, вот в нашем случае, он очень необходим. Под масочным наркозом сразу же за один наркоз лечат и удаляют зубки. Такого масочного наркоза в регионе нет ни в одной стоматологии, а процедура оказалась просто необходима для лечения сотен детей-инвалидов. Ведь зачастую усадить в кресло врача даже здорового ребенка очень тяжело. Что уж говорить о детях с аутизмом или ДЦП. Плюсы такого наркоза в стоматологии в том, что процедура безболезненна. Ребенок спит и ничего не чувствует. За одно посещение стоматолог сможет вылечить или удалить все проблемные зубы. При этом психика ребенка не подвергается серьезным испытаниям при виде врачей, инструментов и крови. С просьбой, чтобы такая полезная услуга появилась в регионе, мамы особенных детей обратились к Юнусбеку Евкурову во время последнего приема граждан. Глава выслушал женщин и по другим проблемам, поручив ответственным лицам помочь обратившимся. Все, что вы сейчас все сказали, мы сейчас разберемся. Вот и в письмах тем более изложили. Вы там свою группу сформируйте, и мы дальше уже посмотрим, показываем. С момента той встречи прошло 10 дней. По словам главного врача детской больницы Магомед-Башира Балаева, теперь такой масочный наркоз для особенных детей будет доступен в этом медучреждении. Также Юнусбек Евкуров поручил руководству Минздрава, детской больницы и приемной главы лично встретиться с заявителями. Еще один вопрос, по которому обратились женщины, это отсутствие возможности в регионе проведения обследования головного мозга, так называемого ЭЭГ. По этому вопросу Магомед-Башир Балаев также дал положительный ответ. Суточный монитор электроэнцефалографии мы на этой неделе провели. Суточный монитор уже начали проводить его. Почему его не было? Аппарат мы привезли, поставили, кабинет подготовили и отправили врача на обучение. Врач приехал, первое обследование мы уже провели. Мамы детей объединились в одну группу. За год к ней присоединилось более 160 участниц. Женщины стараются помогать друг другу и решать вопросы сообща. Другие инстанции, к сожалению, нас слушают, но, видимо, не слышат. И поэтому мы обратились к главе непосредственно. Нам сделали встречу. Глава очень быстро отреагировал. Мы сейчас чувствуем и видим, что идет какие-то сдвиги в лучшую сторону, что отреагировали все ведомства, что нашим деткам делается внимание. И это радует, вы знаете, очень сильно радует, потому что это немощные дети. Приемная главы правительства обязательно будет на связи с этими женщинами, и чтобы их упростить как можно больше, их жизнь, потому что глава очень пристальное внимание обращает именно к вопросу детей-инвалидов. Проблемы, озвученные на приеме у главы региона, решены. Но особенные дети нуждаются в помощи и поддержке ежедневно. Эти вопросы должны на местах решать врачи, сотрудники фонда социального страхования, представители отделов соцзащиты и другие компетентные органы. Зарема Ивлоева, Магомед Урусханов, Новости 24.